Всем привет, друзья! Сегодня у нас 5-минутка от Алима. Привет из Крыма. У нас сегодня автомобиль Hyundai Solaris. Кстати, кое-кто у нас просил обязательно на него обзор снять. Вот настал тот день. Ну, в первую очередь, что хотел бы сказать о данном автомобиле, это то, что хотелось бы развеять стереотипы людей, автомобилистов, которые вовсе не воспринимают этот автомобиль всерьез, которые считают, что этот автомобиль можно покупать только для рабочих целей, вот, выжимать из него все силы и прощаться, как говорится, с ним. Вот, нет, автомобиль достаточно комфортабельный, достаточно приятно в нем ездить во всех условиях езды по городу и по трассе. Управление автомобиля очень даже неплохо. Вот, данный автомобиль у нас 2012 года выпуска с мотором 1.6, автоматической коробкой передач. Также есть они с моторами 1.4, с механикой. Вот. Ну и, конечно же, пожизненный спор, какой же все-таки объем и чем он лучше, и чем хуже. Пожизненный спор 1.4 или 1.6. По большому счету оба мотора довольно-таки динамичны. Достаточно хватает мощности у них на вес этого автомобиля. Ну и нареканий, жалоб особых что на один, что на второй двигатель. Частых нареканий, таких болячек, болезней нету. Поэтому, в принципе, можно и тот вариант выбирать. Все зависит от бюджета, выделенного на покупку автомобиля. Автомат также у него надежный, беспроблемный. Естественно, в зависимости от правильности эксплуатации, от обслуживания. Вот. Из слабых мест, что хотелось бы отметить в этих автомобилях? Конечно, очень железо очень тонкое, особенно на крыше. Вот. Естественно, из-за того, что класс бюджетные автомобиля, то и материалы отделки, материалы обивки также слабоватые, очень быстро выходят из своего хорошего эстетического состояния, теряет эстетический вид. Вот, что хотелось бы сказать об этом автомобиле в общих словах. Автомобиль хорош. Автомобиль хорош для личного пользования. Но автомобиль действительно приносит удовольствие, пока он свежий. Пока он свежий, до 89, до 90, до 100 тысяч. Ну, естественно, в зависимости от того, как вы берегли, как вы ухаживали за автомобилем. Он очень даже хорошо себя проявляет, и в нем комфортно ездить внутри. На него приятно посмотреть снаружи. Неплохой автомобиль, свеженькая иномарка. Но если вы эксплуатировали его не очень бережно, то примерно после 100 тысяч эксплуатации он уже из неплохой иномарки может очень быстро превратиться подобие какого-то ушатного отечественного автопрома. И вот именно по этим критериям, именно по этому состоянию потом автомобилисты и рассуждают, что это, в принципе, машина несерьезная и не требует большого внимания. Ну и плюс туда же добавляют, что это российская сборка, да и т.п. Вот. Так вот, проехав 700 километров, меня автомобиль
очень даже привлек. Мне автомобиль очень понравился. У нас на спидометре 62 тысячи километров пробега. Автомобиль не был в ДТП, не участвовал никогда. Автомобиль бережной эксплуатации. Также у них есть разные комплектации. Есть там мониторы, кнопки старт-стоп, есть отличия в количестве стеклоподъемников, передние или все 4, климат-контроль, кондиционер. Я думаю, что для этой машины это не столь важно. Самое важное здесь, чтобы машина была свежая. Тогда она будет вас радовать, тогда она будет приносить вам удовольствие на дороге. Ну что, всем пока. Вот такие первые впечатления об этом автомобиле. До новых встреч.